Новое медучреждение – самый долгожданный подарок для жителей Кантышева. За ходом ее строительства следят все сельчане, для врачей и пациентов будут созданы все условия. Старую больницу построили еще в 60-х годах. Изначально здание было предназначено как общежитие, позже его переквалифицировали в медучреждение. Мы работаем в приспособленных помещениях, что доставляет очень много неудобств как и нам, так и населению. Поэтому у нас в каждом кабинете сидят по несколько специалистов, даже разного профиля. Действительно, это доставляет очень много неудобств. Так как нужно работать, мы в таких условиях стараемся и пациенту уделить внимание, стараемся и как-то свою работу сделать. Поэтому надеемся на то, что скоро у нас все будет нормально, скоро мы будем работать в нормальных условиях. Новое медучреждение строится прямо напротив старого, в самом центре села. Общая площадь всей территории почти 2 гектара. Здесь точно будет где пройтись пациентам. Сейчас одна группа рабочих занимается внутренними малярными работами. В их числе Макка Арчакова. Она живет в Кантышеве, делится, что многие ее знакомые из-за отсутствия в участковой больнице оборудования и специалистов узкого профиля обращаются за лечением в районную больницу, что очень неудобно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Кача дай хайбо, хочешь хугел дикхет, я унрхет, алхамдулилла. Дальше беркет йойло я больнице, маснина. Дух без хелп базендел, нах могешь хелп с докладом дети. Да могешь мяш бог, бутхун, алхамдулилла. Хабак наха бог, бадах без гена, с дикхет хон. Так дикя болурш хабол бой, укустхода дикходы. Объект не только будет удобным и комфортным, но и ухоженным. Всю зону уже озеленили, первые ростки взойдут уже этой весной. Сейчас строители заканчивают благоустройство двора. Также тут возвели 3 гаражных бокса для скорой медпомощи. В 4-этажной больнице вместе с Сокольным будут принимать до 100 посетителей в смену. Она сможет разместить в стационаре 60 пациентов. Если по проценту сказать, где-то процентов 10-12, может, так вот внутренней работы оставишь. Там лифты заканчивает, второй лифт ставит. И краски, вот такие работы. И на улице, вот как мы видим, вокруг нас подсохнет немного, и вот траву посеять, озеленение. Значит, вот такие работы. Строительство ведется в рамках национального проекта здравоохранения и федеральной целевой программы модернизации первичного звена. За соблюдением соответствия проектно-сметной документации и качеством работ следит Технадзор. По графику, по срокам, Срок сдачи объекта конец 2023 года. Подрядчик уверяет, что завершил бы раньше. Из-за введенных санкций им пришлось отказаться от зарубежного оборудования. Мы вот эти чисто строительные работы буквально нам не месяц время всего. Но факт то, что его сдача будет намного позже, потому что у нас нету оборудования. И где брать договора, там все это решает вопросы. Ну, а так вот, когда это оборудование придет, когда его установить, это уже вопрос других компетенций. Пока о степени оснащенности кабинетов, профилей врачей и перечень услуг для пациентов говорить рано. Они еще на стадии утверждения. Но Минздравие уверяет, что новая больница будет соответствовать современным стандартам. На сегодняшний день это будет первичная медико-санитарная помощь по участковому принципу. То есть участковые врачи-терапевты, педиатры, гинекологи, они будут оказывать помощь населению амбулаторно-поликлиническую. Ну и плюс стационарная помощь на терапевтических койках, пульмонологических койках будет там оказываться. Это будет специализированная помощь, за которой сейчас приходится выезжать в Назрань и в другие населенные пункты республики. То есть она будет доступна им сейчас в пределах своего населенного пункта. В рамках нацпроекта здравоохранения, также федеральный проект модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году у нас запланировано строительство сельской врачебной амбулатории в сельском поселении Сурхахи и в ФАП в сельском поселении Южного Малгобекского района. Также для населения будет удобно и оказана помощь первичная медико-санитарная в типовых хороших зданиях с современным оснащением. Медучреждение будет 38 кабинетов и 20 палат, в каждой из которых предусмотрит отдельный санузел. Объект в вопросе здравоохранения в полной мере сможет обеспечить село с населением около 17 тысяч человек. Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.